Какое участие Кабинет министров на сегодняшний день принимает при разработке генплана столицы города Бишкек? Разработкой генеральным планом города Бишкек занимается мэр города Бишкек. Недавно они нам презентовали. К сожалению, я до конца не смог поучаствовать, но он нам показывает. Ну вот тот генплан предыдущий, который вот срок истек, он утверждался правительством Кыргызстана, правильно? И вы тут не должны быть в стороне, потому что вопрос очень серьезный. Не, в стороне мы не останемся. Ну, а вот какое конкретное участие и контроль, какой вы осуществляете? Сейчас нужно... Генеральный план города Бишкек разрабатывается со стороны мэрии города Бишкек. То есть заказчиком является мэрия. И на сегодняшний день разработкой занимается Санкт-Петербургский институт. Что касается участия Кабмина при разработке генерального плана, на сегодняшний день со стороны, в частности, только Минстрой и других министерств направлены соответствующие замечания и соответствующие предложения, которые будут также учитываться. Кроме этого, на сегодняшний день со стороны мэрии города Бишкек активно рассматривается с участием гражданского населения и находится в общественном обсуждении. Этот представленный генеральный план не является окончательным, и также могут быть внесены соответствующие изменения. Ну, вы как бы сейчас объяснили то, что в средствах массовой информации эту информацию мы тоже обладаем. Меня волнует о том, что это все-таки стратегический план, и это столица. И вы должны прямое участие принимать, потому что очень много вопросов, и вы должны открыто говорить. А то, что оно в общественном обсуждении, недовольств много, вы об этом знаете. Город Бишкек во что превратился? Все улицы и дворы превратились в автостоянки, правильно? Стратегического вопроса не решается. Увеличение численности населения города Бишкек никем не контролируется. И много-много вопросов, да, и вопросы именно и социальных объектов. Вот вопрос о госипотечном кредитовании. Вообще, я хотелось бы строительство ГИКа, да? Может, на самом деле, вот видите, мои коллеги задают вопросы, надо развивать в регионах и активно развивать в регионах. Может, пора уже из города Бишкек уходить? Понимаете, цены гиковские квартиры, они высокие, они ничем особо не отличаются от рыночных цен. Но при этом земельные участки и другие льготы ГИК получает бесплатно, правильно? Он же не покупает земельные участки. Почему такие цены? Почему не контролируется правительством? Полностью правительством контролируется. Вот представитель ГИК пусть сейчас расскажет насчет цен. По поводу цен, если взять, промониторьте просто для интереса, у нас самые низкие цены, можно сказать, даже в 2 раза. У нас, нет, слово 2 раза не подходит. Есть. У нас есть объекты, на которых у нас, например, мы образно по $1000 да, реализуем для участников долевого строительства. В том же районе под котлован по 2000 под самоотделку. И я думаю, у нас цены очень, и процентные ставки очень низкие. А уровень жизни, а заработная плата, тем более касается речь о госслужащих. Вот насколько доступно именно жилья, да, госипотеки. Можно, да, отвечу я тогда. У нас сейчас на данный момент строится более 80 тысяч квартир. Это 5,5 миллионов квадратных метров. Вы вот сказали именно по указанию уважаемого нашего президента, у нас, чтобы разгрузить город, из них более 70% жилья строится в регионах. Но при этом значительное строительство города Бишкек, и при этом рядом с вами нету никаких социальных объектов, ни школ, ни поликлиник. Можно, да, на этот вопрос тоже отвечу. У нас, согласно программе, мы обеспечиваем жильем нуждающихся в жилье граждан. А строительство инфраструктуры, этих нету объектов. Но при этом мы, если большие комплексы мы планируем, мы на этой площади сразу планируем место для социальных объектов, в том числе школы, садики. Я бы все равно рекомендовала вам все-таки отойти от гонки квадратных метров и перейти именно к политике доступности.